В МЧС по Якутии поступила новая техника, несколько машин, мобильная пожарная установка, а также боевая одежда для добровольных пожарных команд. У республиканского подразделения МЧС появилось собственное знамя. Воинскую святыню вручил начальник Дальневосточного регионального центра МЧС России. Торжественный ритуал имеет вековые традиции, но с 2009 года указом президента России знамена, как символ воинской чести, доблести и славы, начали вручаться и территориальным подразделениям. События знаменательные, я считаю, не только, наверное, для Главного управления, но и для республики, для наших. Впервые Главное управление награждено боевым знаменем. Это та частица, которая будет у нас теперь храниться. Несколькими часами ранее прошло традиционное мероприятие по передаче новейшей техники противопожарным службам республики. От имени руководства Якутии в ведомство поступили 3 подвижных пункта, применяемых для управления силами в кризисных ситуациях. Сегодня надо сказать о том, что очень хорошо развивается программа создания добровольных пожарных дружин. Это направление нами сегодня поддержано, и в ближайшие годы на создание материально-технической базы будет направлено более 160 миллионов рублей республиканского бюджета. Кроме этого, федеральным подразделениям и противопожарной службе республики были вручены ключи от 4 единиц пожарной техники и боевая одежда для добровольной пожарной охраны. Что такое новая техника в современное время? Это оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации, как техногенного и природного характера. Помимо всего этого, своих героев нашли награды президента России Владимира Путина за смелые и решительные действия при спасении людей во время стихийных бедствий. Все они участвовали в ликвидации последствий масштабного наводнения в Амурской области прошлого года. Люди выполняют свои задачи, боеспособные гарнизоны. Люди стараются, люди, в общем-то, реагируют на ситуацию. В Республике Саха-Якутия представлен широкий спектр рисков, пожалуй, даже больше, чем на всех остальных территориях федерального округа, на которые реагируют наши подразделения. В честь знаменательного мероприятия иеромонах Никандр и представители Якутско-Ленской епархии провели обряд благословения и осветили поступившее вооружение. Виталий Абрамов, Александр Иванов, НВК Саха, Якутск.